Ütüye gününden. Ага. Еще декастер, да? Скоро мы начнем. Ждем нашу Дану Батыршину. Ага. Нас слышно? Вот, Дана пришла. Всем привет. Мичия, привет! Ага, привет! Ага. Вау! Ну, дорогие гости все наши, всем привет! И мы начинаем наш эфир. Сперва я хотела бы рассказать, как я познакомилась с Даной, когда она приезжала. Ну, наверное, те, которые знают нас, очень хорошо это запомнили, так как, когда она приезжала в Якутск, самое главное, как бы, сопротивление... Да, Скептик самый главный. да, самый главный скептик. Плюс еще я же по конце этой встречи самая недовольная была я. Потому что сейчас я вспоминаю, да, и вспоминаю, я думаю, когда человек, я видела как бы я должна обязательно, ну, было очень много у меня должествований. Вот здесь корона, и, конечно, зазеркально я видела, что Дана, если Дана приехала, то значит мы все должны как бы, да, но внутри все равно, да, но внутри все равно же, вот человек же, каждый человек чувствует, да, духовно, что вот какую важность, да, идет от этого будет. Ага. И подойдет ли методика всем нам, я, как бы, когда я первую услышала про методику мастер-кит, я была как бы полна чашей, как бы я все знаю, трым-прым, но мы сейчас уже знаем, да, когда встречаем таких людей, о, это мое воспоминание. Да. Да, и поэтому сегодня мы решили нашу встречу, наш разговор посвятить, если учитель предназначения. У меня только 3 вопроса. Эмоциональная боль, ага, и переживания, конечно, и благодарность, и, конечно, если человек предназначение, особенно учитель. Ну, с чего начать? Ты мне подскажи, Мичия, ты же знаешь свою аудиторию, как вот, что, о чем важно будет сказать. Ну, вот. Если говорить о предназначении, то я считаю, что неважно, ты учитель или повар, или ты знаешь, танцуешь, да, там, поешь. Важно, чтобы ты нашел то дело, от которого ты будешь все время наполняться энергией, от которого ты будешь прям каждый день, знаешь, ждать нового дня, чтобы опять этим заняться. Именно этим заняться. Я вчера вечером переписывалась с одной своей знакомой, и она мне говорит: Дана, классно же, как же мы говорили, что вот я занимаюсь любимым делом. Я говорю: классно, что когда ты занимаешься любимым делом, а это тебе еще приносит деньги. Угу. Она говорит: ну хобби же не приносит деньги. Ну, там уже сразу. Я говорю, так хобби это как раз-таки же есть твое любимое занятие, это как раз-таки, скорее всего, твое предназначение. Она говорит: а если у меня 20 хобби? Я говорю: ну здесь ты пока что еще не выбрала из этих 20, чем бы ты хотелось вот прямо одним заниматься и в этом раствориться. И еще, чтобы это тебе приносило деньги. Все остальное, пожалуйста, ты тоже можешь заниматься, но все равно вот это пристрастие, вот это желание, чтобы что-то сотворить, это вот в чем-то одном реализоваться, а можно потом пробовать что-то другое. Да, но и никто тебе не скажет: о, точно, это твое предназначение. Да, конечно, люди будут со стороны, они не будут говорить, что
Мечи — это твое предназначение. Они будут по-другому говорить. Они будут говорить: Боже, Мече, как ты это классно делаешь. Я только к тебе приду. Я только к тебе людей отправлю. Я только хочу с тобой все время на эту тему и там, значит, там что-то общее с тобой иметь, понимаешь? Лучше тебя никто не делает. Люди не понимают, что ты в предназначении. Они просто видят, как ты классно это делаешь. Но это и есть как раз-таки показатель того, что человек в предназначении, понимаешь? И когда вот иногда говорят: о, он такой там доктор от Бога, он там парикмахер от Бога, он... Это вот и есть как раз-таки показатель того, что человек в предназначении. Да, да. И у этих профессионалов всегда там записано там за месяц вперед, к ним не попасть просто так. Там нет эмоциональной боли. Ой, что я буду делать? Там, да, да. И там только благодарность. Как Да, хорошо, что я там понимаю, нет что... негативных, там нет вот этих негативных эмоций, понимаешь? То есть если что-то в жизни случается не очень приятное, человек не уходит в обвинение, он не уходит в чувство вины, он просто очень осознанно сам с собой тихонечко решает этот вопрос. И все время он в ресурсном состоянии. Вот что такое для меня предназначение. И это прямо не, знаешь, не обязаловка какая-то, что вот если человек не в предназначении, то там плохо, то он несчастлив. Каждый приходит к этому пониманию в свое время. Я к этому пришла где-то в 35 лет, впервые задумалась. Но моя дочка, например, в 20 лет открыла свое предназначение. Как классно. Когда вторая дочка откроет, не знаю. У нее свой путь, понимаешь? Но я думаю, что если я это сделала, я сейчас своим стилем жизни, вообще вот своим примером, я детям своим показываю, как вот их мама не зациклена на детях, не контролирую их каждые там полчаса, даю им полную свободу, даю им возможность выбирать, что они хотят в этой жизни. Мама сама занята в своих каких-то там вопросах, проектах, счастлива, зарабатывает при этом деньги, с папой у нее все хорошо, ну, в смысле, с моим мужем, все замечательно. И вот это я им передаю, я им показываю. Посмотрите, Да. как можно быть счастливой, как можно реализовываться. Иногда бывает такое, что человек думает: о боже, я сегодня своего ребенка не контролировала. Ну, в общем, всю энергию ведет на ребенка, а не на себя. Из-за этого у нее тоже, они сразу попадают в чувство вины. А когда вот родитель занимается, ребенок-то кто? Ребенок губка. Она Да. тоже видит свою маму ресурсную. Пример, простой пример. Если мама ресурсная, я даже вот танцует, да, как мамы. Когда я однажды, ну, я работала, у меня первое образование медицинское, да, работала акушеркой, да, там, ну, потом детской больнице медсестрой работала. Там у нас из-за температуры попала девушка, ей девочка 5 лет. И она заходит в процедурный и говорит: девушки, спасите. И вот так делает рукой и говорит: у меня давление повысилось. Вообще, вот так глазами. И оказывается, она бабушкой живет. Вот. Вот так и копируют все время. То, что мы делаем, они как губки нас и все это делают. Да. Если мама занимается бизнесом, да, если мама как бы в маме видят важность, мама работает от всей души, тогда они тоже идут. Как простить измену, здесь написали. Ну, измена — это, наверное, что ты ответишь? Как простить измену, написали. Ну, это, наверное, и есть эмоциональная боль, да? Да. Которая все время тянет вниз, все время тянет вот в эти негативные вот эти вот эмоции. Да. Ведь просто кроме вот этой измены, а за ним не смотрит.
вот за ним, что есть за ним, да, потому что измене как бы все время установка на измену, на этом только тратится. Ну, мы будем только о своем, пускай слушатели, для слушателей будет как йога, да? А, ты йогу тоже слушаешь, да? Да, и вот из моих партнеров, из моей команды, вот несколько девушек прошли, партнеров прошли йогу, и они мне рассказывают, да, классно. И иногда я вот попадаю в твою прямой эфир, и мне, ну, слышу, конечно, очень даже. Мгм. Вообще это классно, когда внутренняя подготовка идет, когда человек духовно уже себя прокачал, там же не надо же останавливаться на этом, только на этом. Нужно все равно каждый раз развивать себя. И как раз сейчас уже как бы в связи, вот изоляция даже нам очень много хорошего сделала, потому что все уже моментально, масштабно уже научились онлайн, да, заходить. Их не Да, нужно да. учить, они уже готовые, да, и поэтому, когда вот люди идут в бизнес, они тоже должны как бы принять все это, ну, решить себе, это мне важно или не важно, да, я хочу или не хочу, ну, Дана, ты сама знаешь, что должны, ну, не должны, а как бы внутренняя готовность все равно должна быть у человека, когда чем-то он занимается. А если нет готовности, все равно где-то будет затык, где-то выпадание, да? Конечно. Как? Ага. И вот если говорить про измену, да, у меня есть любимая фраза. Там, где мое внимание, там, где мой фокус, того становится больше. То есть если человек постоянно думает об этой измене, вот мне изменил муж, вот он такой, вот он там обманул, он предатель, он там не любит меня. То есть когда человек постоянно об этом думает, то он, вот как ты говоришь, он больше ничего не может увидеть. Он не может найти вот эту причину, да, а зачем я притянула такую ситуацию в свою жизнь. И когда человек не может больше ничего увидеть, кроме вот этой измены, он как бы в тупиковом состоянии, он в чувстве вины. Ну, во-первых, там есть два таких момента, да. Первый, это, наверное, я такая плохая, я такая никчемная, неважная, ненужная, что вот об меня вот так вот вытерли ноги, и человек уходит в чувство вины, и самооценка очень сильно падает. Да. От этого сильнейшая боль, от Плюс обида. которой женщина начинает себя разрушать. И Мгм. когда женщина в нересурсном состоянии, вот это вот разрушение, оно начинает уже выходить за пределы. И женщина начинает разрушать все, что вокруг нее. На эмоциональном фоне. Да. Либо второй вариант, когда женщина начинает винить мужчину, что это он во всем виноват, это он нехороший. Но состояние одинаковое. Чувство вины – это разрушение. Когда случилась измена, конечно же, если у вас есть методика мастер-кит, то это очень легко проработать. Это буквально несколько проработок, буквально несколько дней для того, чтобы от этой боли эмоциональной освободиться, для того, чтобы осознать, что не он мне изменил, а я создала ситуацию, где мне было очень важно, чтобы так со мной поступили. И в этом есть определенная какая-то моя подсознательная выгода. И когда вы найдете эту выгоду, вы поймете, ну какая может быть, да, вот когда у человека такая ситуация, он, конечно, скажет, ты что, с ума сошла, ты вообще о чем говоришь, какая у меня может быть выгода? Ты хочешь мне сказать, что я захотела, чтобы он мне изменил? Да, друзья, именно это я хочу сказать. Но вы это захотели несознательно, вы это захотели бессознательно, то есть подсознание вам сложило такую ситуацию, где через измену вы получили вторую выгоду свою, вторичную выгоду. Предположим, мужчина изменил. Зачем
мне это надо, для чего мне это нужно. Когда, например, мне мужчина изменяет, может быть, после этого происходит что-то, что начинает мотивировать женщину двигаться. Вот теперь я буду о себе думать, вот теперь я начну с тобой заниматься, вот теперь я сейчас стану такой, что ты пожалеешь, что ты там меня на кого-то променял. То есть для кого-то это очень сильный такой, получается, толчок, да, мотивация начать развиваться самой. Как, напоминалка быть лучше, как бы, да, чтобы создать такую ситуацию. И каждый раз еще есть такое, что партнеры постоянно ругаются, и они думают, что когда мы ругаемся, мы идем уже на новый уровень. Поэтому еще специально создают, оказывается. У меня была вот такая клиентка, которая... А почему? А зачем тебе это? Я спрашиваю, да, я на грани развода. А сколько это повторялось? И что было после этого? Она говорит, вот после таких ситуаций у меня каждый раз у нас семейный уровень поднимается. Мы уже идем, ну, как бы, ну, это как классика. Помирились, обнялись и Да. пошли дальше. Чтобы создать такое, ну, это вообще как бы жить только на этом, ориентироваться только на этом, это же как бы свою внутренний потенциал ограничивать. И Ну, можно это же, только, знаешь, да, это женщина, которая очень, ну, неуверенная, с низкой да, самооценкой, с непринятой индивидуальностью, а ей хочется этого развития, ей хочется ага, внимания, но она не может это никак реализовать. И через какую-то такую очень трэшевую ситуацию, через жесть, она начинает двигаться. да. Ну, конечно, это есть программы. Если мы не будем зацикливаться на программе, если кто хочет, пишите нам в директ, мы отправим про программу от Дарьи Трутневой, да, ключ подсознания, вебинар. И мне очень интересно, вот ты открыла школу, уже в Алмате работает частная школа. Расскажи про нее. Ты знаешь, мы не успели запустить школу, мы только, я нашла 2 партнеров, одну Ага. в Казани, одну в Алматы, и я же запустила этот проект 21 марта, как раз-таки, когда наступил этот карантин, ну, у нас здесь, в Казахстане. Угу. И мы ничего, ну, все закрылось, мы ничего не смогли сделать. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, то есть мы находим партнеров. Мы сейчас только начинаем запускать рекламную кампанию, чтобы набирать детей, чтобы Угу. формировать группы и начать обучение. То есть вот сейчас просто никуда мы не можем детей отвести. А смысл этой школы в том, чтобы дети вживую ходили и узнавали что-то новое. То есть это не онлайн обучение. Угу. И мы как раз-таки вот будем запускаться, когда все откроется уже, когда можно будет там и в детские вот эти центры ходить, и в кинотеатры ходить, и в рестораны детей водить, когда можно собираться будет побольше людей, все центры вот эти вот развивающие откроются. Вот тогда мы запустимся. Сейчас пока мы ждем. Там именно суть учителя предназначений. Да, там будут обязательно учителя, которые действительно ну, это смысл их жизни, это их призвание, которые по-настоящему любят детей, любят свою работу, любят учить, передавать знания, ну, как бы взращивать, да, так скажем, здоровые клетки, которые сами будут прорабатываться, которые сами будут здоровыми клетками. Вот это будет, конечно, это один из важных таких вот условий, да. Да, это классно. Еще где партнер есть, тогда только 2 города, да, или как? Как ты Казань будешь и это? Алматы. Ага. Казань и Алматы, да. Ага.
Хорошо. Мы тоже обсуждали, вот, было бы очень классно. Наверное, мы скоро, ну, посмотрим, что там, как там будет. Наверное, мы тоже присоединимся, потому что у нас очень много же якутских тоже пользователей MasterKit, и мы очень хорошо, ну, те, которые занимаются именно, вот, прорабатываются, они очень хорошо понимают, что специалист MasterKit методикой, да, это совсем другое, это совсем другой уровень, да. Поэтому Главное, здесь, главное, чтобы этот специалист, этот человек, у которого есть мастер-кит, чтобы он использовал его, чтобы он прорабатывался. да, именно проработанные, конечно, потому что мы видим, вот, например, у меня были учителя, которые, ну, я училась именно тем, которые любят свою профессию. Поэтому вот я же от них вот это взяла, училась в Уладе, а теперь я тоже передаю вот это. Поэтому очень важно сейчас вот тот, кто предназначение учит, он же дает кусочек себя тоже, как он Да. видит, да, это совсем другое, ну, другое видение, совсем по-другому, чем массовое, да, это уже не секрет, конечно, сейчас вот в онлайн, когда мы учились, вообще иногда так хочется, как бы, что вы делаете, да, отправляют все и т.д. п.д.д., да, там же все видно, ну, наверное, осенью будет видно, кто как учится наочно, когда пойдут, потому что Я, все я уверена, мамы, я уверена, что дети, которые придут вот на наше обучение, уже через 1,5-2 месяца будет виден результат. да, Дети, вот как ты говоришь, они губки, они впитывают все очень быстро. И если любую информацию даешь, они ее просто вот, ну, тут же, понимаешь, начинают использовать. Поэтому, понимая, как, почему так важно, чтобы ребенок, например, понимал, что желания могут исполняться, что эмоции проявлять это нормально, что, например, проявлять свою внутреннюю силу и отстаивать свое мнение, да, это тоже нормально. Если это, вот именно с этой точки зрения ребенку давать информацию, то это будет формироваться очень здоровый человек, здоровая клетка будет. И тут же мы будем ему говорить о том, что такое бизнес. Мы будем ему давать те знания, которые ему пригодятся в жизни. Потому что вот мы сегодня утром с тетей сидели, когда завтракали, я говорю, ну вот вспомни, что из того, что нам давали в школе, реально нам в жизни пригодилось. Да, для общего развития, там, знать, там, участвовать в каких-то этих, кто выиграет, да, кто хочет миллион, или там что, где, когда. Понятно, что ты там знаешь, и это показатель твоего умственного развития, но реально в жизни-то это нам как помогает? Дай сначала ту информацию, которая понадобится в жизни. И я хочу детям 7, 8, 9, 10, 11 лет показать, что такое бизнес еще в этом возрасте. Чтобы когда они выросли, когда им будет 15-16 лет, чтобы они знали, что такое бизнес. Что деньги зарабатывать можно вот так вот, что это абсолютно нормально, что это не сложно, что это не страшно, не опасно. И мне очень когда, нравится, вот как Роберт Кийосаки, да, рассказывает в своей книге «Богатый папа, бедный папа», что его богатый папа вообще не учился в школе, а бедный папа был учителем, был очень грамотным человеком, и кто в итоге был богатым, а кто был бедным. Но нужно держать баланс. Я не к тому, что не надо учиться, не надо ничего знать, только деньги надо зарабатывать. Нет, нужно держать баланс. Нужно и духовную часть не забывать, и, конечно, материальный мир тоже детям начинать показывать. Я вот за это. когда вот в прошлом году мы же играли, в прошлом году играли в Алмате денежный поток. Ага, там было же нас очень много, и мы вообще конкретно, ну я 2 раза посетила, да, и была, конечно, внутри крысиного бега, и,
И там же, вот сейчас я думаю, когда после этого очень было много изменений, и я своему сыну тоже провела денежный поток, там, и с ними друзьями, они вообще глаза вот так, оказывается, есть даже вот такая игра, а мы не знаем, да. Если бы наше время, если бы мне было где 16-11 лет, да, когда бы я играла бы, да, сейчас бы, возможно, еще было бы ничего, да. И мой 9-летний сын, смотря на эту игру, он конкретно вот давай вот это же просто так, говорит, советует моему 18-летнему сыну, иди, давай купи. У него же нет вот такого, да, которого сопротивления, там всяко разных умственных своих каких-то установок. Вот поэтому, когда дети играют, совсем по-другому же. Когда, ну, ты сама тоже знаешь про это, что я рассказываю. Вчера Там у меня было сразу видно, 16 кто. человек, 16 человек вчера играли, и был один 13-летний мальчик. Вот он был четвертый, кто вышел из крысиных бегов. У них же еще нет ограничений в голове. То есть они просто видят, что, ага, акция, выгодно, покупают, можно продать. Эти деньги потом можно купить недвижимость. Эта недвижимость будет приходить пассивный доход, и таким образом я выйду из крысиных бегов. Все, дети тут же просто начинают действовать. А взрослые сидят, боятся, рискнуть не хотят, кредит банковский боятся взять. Ну, то есть там прям вот сразу видно. Я очень люблю, когда дети играют, и для взрослых это просто вот показатель. Как важно детям это давать с самого начала. Сколько стоит обучение в моей школе, это все будет зависеть от города. Я сама школу не открываю. Я придумала формат, да, этого альтернативного обучения. Я упаковала свою идею во франшизу, и я ее продаю. То есть почему вот я говорю, я нашла 2 партнеров, это мои партнеры, которые купили мою идею и будут ее развивать в Алматы и в Казани. И я зарегистрировала товарный знак, у меня есть как бы права на вот это вот название, да, которое я торговой марке придумала, мультикласс. И, соответственно, вся эта идея, она запатентованная, и можно ее в любом городе вот распаковать. То есть вы со мной связываетесь, говорите, я хочу быть твоим партнером, я хочу этот мультикласс запустить в своем городе, я вам продаю возможность, даю разрешение эту идею использовать в своем городе, вы зарабатываете на этом деньги. Всем хорошо. И это считает уже непосредственно каждый город, потому что, например, пойти на какое-то там развивающее какое-нибудь занятие рисования, в Алматы это стоит одних денег, там в Казани это другие деньги, в Москве это третьи деньги, и вот мы таким образом будем формировать себестоимость, ну и потом уже конечную стоимость для потребителя. Но в среднем, я думаю, что это около 2-2,5 тысяч рублей, может быть, ну, 1800, вот так вот рублей, да, в день. Если говорить в тенге, то это где-то 10-12 тысяч тенге в день. Но весь день ребенок погружается в какой-нибудь один из модулей и получает огромное количество знаний. То есть, ну, мы все и так считали и понимаем, что это то образование, где абсолютно, ну, вот эти деньги, они принесут, во-первых, не жалко, но они принесут очень много вот потом обратной, да, вот это вот пользы, когда ребенок к 12 годам уже точно поймет, какое его предназначение. И он будет осознанно выбирать то направление, где он дальше хочет обучаться. Я по своим детям вижу, что в 12 лет, если им дать возможность делать выбор самостоятельно, если им верить, если к ним относиться как к равным, да, взрослым людям, они уже знают, чего они хотят. Просто надо им дать знания, надо помочь им сформировать нужные нейронные связи.
Да, да, потому что мы упускаем, очень хорошее время упускаем. Пока в это время чем-то занимаемся головой, да, и упускаем наших детей на своем опыте. Здесь спросили, сколько стоит обучение в вашей школе, Дана. Ну вот в это вы посмотрите сами. В Таплинке же есть у тебя? Ага. Да, есть. Каждый Это... день идет обучение, с понедельника по пятницу. Но опять-таки, это же, друзья, то есть смысл не в том, что вот там с понедельника по пятницу должны быть занятия. Здесь могут очень гибко подходить. Вот, например, у меня есть один город, который сейчас рассматривает, хочет купить франшизу, они говорят, а можно мы это будем делать 3 раза в неделю? И если она видит, что она конечную цель может достигать 3 раза в неделю, проводя обучение, конечно, можно. То есть мы здесь не за количеством гонимся, мы за качеством, мы за результат. Кто-то говорит, а можно мы это будем делать по полдня, а не весь день? Я говорю, вы пробуйте. Главное, чтобы мы получили результат. Чтобы ребенок вот был вот этой здоровой клеткой, чтобы у вас была возможность работать с родителями, потому что с родителями параллельно работать тоже очень важно. Представляешь, твой ребенок приходит, например, ко мне в школу, мы с ним работаем, он возвращается домой, а дома все по-старому. Ребенок приходит и говорит, я имею свое мнение, и я хочу его высказать. А папа ему говорит, закрой свой рот, твое мнение никого не интересует. Понимаешь? Да, да. Или, да, ребенок говорит, я хочу там что-то, а ему там мама говорит, много хочешь, мало получишь. То есть, ну, все, ребенок, у него это как качели, понимаешь? Он приходит ко мне, я ему говорю, что это все можно, а он домой придет, а дома ему, как обычно, там по рукам бьют. То есть здесь важно работать еще и с родителями. И вот это Обязательно. такая очень, знаешь, фундаментальная, очень, очень важная, для меня это очень интересная работа, я знаю, как это сделать. И вот эти свои знания я как раз-таки и буду передавать партнерам, которые захотят эту школу развивать в своем городе. Потому что у нас будет свое сообщество, это будут мои партнеры именно по мультиклассу, мы будем все время в общении, я им буду отдавать знания, мы будем обмениваться опытом, вместе будем идти вот к этой цели. Все спросили, и как совмещать среднюю школу и чагу школу? Это программа для детей, которые не ходят в обычную школу. Это проект больше я придумывала для детей, которые учатся либо на домашнем обучении, да, домашнее образование, или еще его называют семейное обучение, либо которые просто прикреплены к каким-то дистанционным школам. То есть им не надо ходить каждый день в школу. А плюс к тому, что им все равно очень важно общаться, да, с детьми, с другими. Родители все равно, может быть, там работают. Ну, потом невозможно родителям каждый день куда-то водить своего ребенка и создавать ему эти новые нейронные связи. Поэтому для него это будет такое альтернативное обучение, очень важно. Если родители учатся, ну, детей вводят в обычную общеобразовательную школу, это ваша задача, как вы можете решить эту проблему. Вот, потому что вы делаете выбор. Я, например, сторонник того, что в школу ходить я бы не пошла в школу, если бы у меня вот сейчас был бы выбор. Я вот сегодня утром вспоминала, я за свою жизнь поменяла 3 школы. Мы переезжали. И вот в 3 школах, представляешь, сколько у меня было? Ну, в среднем было 10 разных предметов, да? Это где-то 25-30 учителей, я точно у них училась. Но из этого огромного количества учителей я сегодня вспомнила только 3. Это вот которых я помню, на лицо помню, знаю, как его зовут, имя, фамилию, отчество. Я помню все вот, ну, моменты, которые были в наших отношениях, как я с удовольствием ходила к ним на уроки. Соответственно, математик, я и математику хорошо знала, да. Если это была первая моя учительница, то у меня вот хорошие отношения к этой начальной школе.
Все, а где остальные 25 учителей? Как будто бы их не было. Вот это и говорит о том, что тех, кого мы помним, тех, кого мы любили, те, кому мы бежали, это и есть учителя в Да. своем предназначении. А если бы на наше образование и всех учителей поставить, которые в предназначение, вообще гении бы все были. Классно было бы, да? А когда в школе работают люди из-за денег, просто им нужно зарабатывать деньги. Ну, вот такое образование. Это не только про школу. Ты приходишь в юридическую контору, и у тебя, или в брокерскую контору, и у тебя среди сотни брокеров один или два будет, который будет в предназначении. Они и продавать будут много, их и клиенты будут довольны, и у них все будет классно. Все остальные ради денег сидят, лишь бы отсидеть, лишь бы и получить зарплату. И у таких людей ничего не получается. Они несчастны на этой работе. Они нет предназначения. Вот сейчас еще очень хорошо, что учат, да, в ресторанах, когда официант в своем предназначении. Приятно же, да? Очень классно. Слушай, ну вот ты приходишь, например, в ресторан, да, или, например, таксист. Вот я езжу на такси часто. Мне одному таксисту прям вообще не хочется чаевых давать. То есть я просто хочу выйти и побыстрее уйти из этого такси. А некоторые таксисты, ты выходишь, и мне хочется им чаевые оставить. Мгм. Также в ресторане тебя обслуживают официант, и ты хочешь, чтобы вообще другой официант пришел, и вообще хочется ему сказать, ты зачем здесь работаешь? Тебе вообще нельзя работать с людьми. Потому что видно, что он ненавидит этих людей. А есть такие официанты, которым тебе хочется еще больше оставить чаевые. Потому что они как будто бы в своем, вот, ну, им нравится, они в своем предназначении. От Вот души. я за то, чтобы каждый человек был на своем месте, от этого кайфовал и делал это лучше, чем другие. И тогда мы все будем счастливы. Я буду к тебе бежать, ты будешь ко мне бежать. Мы будем друг другу говорить спасибо, Мечеть, ты самая классная. Ты будешь мне говорить, Дана, ты самая классная. Расскажи про йогу мозга. О, это, знаешь, это очень интересная была идея у меня, когда я разговаривала, например, мы же здесь очень на постоянной основе раньше проводили завтраки, Угу. осознанные завтраки. И я часто слышала такую обратную связь, что, Дана, когда с вами общаешься, прям мозг взрывается. И я понимала, что эти беседы, вот как бы как можно большему количеству людей бы давать просто эту информацию. Кому-то это неинтересно, кому-то это вообще непонятно будет. Но будут люди в том же, например, Якутске. У нее нет возможности приехать со мной на завтрак. Или в Москве, или в Питере, или в Казани. Но есть люди, которые со мной на одной волне, которые меня слышат. Но из-за того, что мы в разных городах, у нас есть ограничения вообще. Я вот все время хотела вот эту масштабность, чтобы меня могли слышать те, кому это важно. И мне хотелось вот это вот вещание устроить, да, а для того, чтобы люди трансформировались, для того, чтобы они что-то для себя понимали, потому что иногда ты как бы все понимаешь, но вот прямо нужно, чтобы кто-то со стороны сказал какими-то своими другими словами, донес до тебя. Бывает же так, что ты вроде бы ты слышала, ты знаешь, но ничего не делаешь, а тут раз, кто-то появится, то же самое скажет, ну, чуть-чуть другими словами, и у тебя как будто бы раз, и ты, точно, и у тебя вот это вот инсайт, вот это осознание происходит. Вот у меня есть этот дар, у меня есть этот талант. Я могу какие-то простые вещи донести до человека, что он точно, и в него это провалится. И вот когда люди говорят, что там от вас мозг взрывается, я, когда встал вопрос, когда я придумала этот проект, и я говорю, вот классное название уже готово, йога для мозгов. То есть, когда я разговариваю, для многих мозг вот начинает принимать такие позы, как вот в йоге, знаешь, все эти Да, асаны. классно же. Да, и некомфортно, да, там надо ногу вывернуть, там как-нибудь тело все выгнуть.
Сначала некомфортно, неприятно, а со временем это становится уже даже хочется, понимаешь? Уже, да, уже У какую-то меня, у потребность. меня такое было, когда мы это Open Day в Москве встречались, и ты говоришь, что аксиомы, прими аксиомы. Я что-то спросила, а ты сказала, прими аксиомы. И у меня прям мозг... Мне же сразу же видно, да, что человек не принял, еще не принимает аксиому. И вот Мгм, как, мгм. и еще было вот тоже, когда мы в Алмате тоже были там, Дана, у меня столько партнеров, я никак не могу с ними прорабатываться, да. Прими аксиомы, опять мозг, кувырок вперед-назад. Потом я, когда обратно приехала, вот тогда я поняла, я же своих партнеров, это мои друзья, до этого я прорабатывала еще, я люблю людей, и люди любят меня. А до этого у меня, конечно, была корона. Я же это же я, ничья, вы должны, типа такое было. Потом, когда после проработки, как пальчик, все уже смотришь по-другому, ощущаешь по-другому, видишь по-другому. Ну, вообще мозг, йога для мозга, это вообще конкретно. Только одним словом можно, да. Одним словом, я вот именно подбираю такую тему, то есть как йога для мозгов у меня проходит 3 раза в неделю, понедельник, среда и пятница. И я уже заранее подбираю тему. Иногда бывает так, что что-то утром произойдет, и я знаю, вот про это я буду говорить. Мгм. То есть мне вот эта вот моя жизнь, моя реальность, она все время подсказывает, да. И я какую-нибудь одну такую тему простую выбираю, и вокруг начинаю все, вот всякие примеры по-всякому, чтобы человеку реально вот эту идею прямо распаковать максимально Мгм. и прямо ему в мозг положить. А дальше уже человек сам понимает, как эту информацию уже усваивать нужно, да, как ее нужно использовать. Вот это очень мне нравится, это очень эффективно, я получаю много обратной связи, благодарность, особенно вот, ну, что мне прям, говорит, не хватало вот этой вот картинку, вот последний пазл, как будто бы раз, и все сошлось. Вот такая йога для мозгов. Мгм. А каждый месяц идет или как? Ты знаешь, я сделала такой клуб. Мгм. Ну, во-первых, нет ограничений, онлайн-клуб, да, то есть Мгм. все люди могут туда поступить. И я сделала это в виде как подписка, то есть ты каждый месяц, ежемесячно ты платишь определенную сумму, это как вот на газету раньше подписывалась, Мгм. да, ты каждый день вот в этом сообществе, понедельник, среда, пятница, каждую неделю йога для мозгов, разные темы, разные осознания. Остается вторник и четверг. Четверг я тоже оставила как трансформационный день, мы там делаем расстановку. То Мгм. есть я беру одного желающего из тех, кто в моем сообществе, и мы прям его раскладываем по полочкам. Почему у него нет денег? Почему он не может... Бизнес-расстановки. Да, Бизнес. да, да, да. Ага, ага. Вот. И мы называем это финансовые расстановки. Ага. Финансовые расстановки, да. И человек начинает понимать, почему у него никак не получается, например, достичь финансовую свою цель, не может пробить финансовый потолок. А оказывается, причина это вообще в другом, понимаешь, в отношениях, в каких-то Да. страхах, например, да. И взгляд со стороны же он всегда намного ценнее, да, и плюс еще вот, ну, как бы я в этих вещах хорошо разбираюсь. Могла сначала разобраться в себе, и когда ты в себе разбираешься, тогда легче и разбираться в других людях. Мгм. А по вторникам мы прям проводим такие, я приглашаю спикера. Например, в этот раз во вторник к нам приходила сексолог Ирина, которая рассказывала про то, как сексуальность помогает притягивать в свою жизнь все материальное. Мгм. Как оживились наши девушки, такая тема Там интересная. куча энергии там. Да. Вот на прошлой неделе приходила, например, к нам в гости Катя.
она, Екатерина, она рассказывала про инвестиции, она рассказывала, как, куда можно инвестировать, как выбрать брокера, как выбрать консультанта. То есть мы такие даем, ну, практичные какие-то вещи, Мгм. советы, чтобы женщине, девушке, ну, у нас в основном женщины, да, в моем клубе, Мгм. чтобы им было понятно, что это несложно, что можно начать инвестировать, что можно попробовать, что это не страшно, что это инвестиции не только для богатых людей. То есть мы даем такую очень, знаешь, финансовую грамотность, очень понятную, простую, не усложняем, короче, жизнь. Мгм. И через вот эти рассказы, через вот эти встречи у людей тоже происходит трансформация, Ну, тоже какие-то конечно. осознания. Короче, у меня ничья трансформационная будка. Ты Мгм. туда приходишь, я тебе шоком даю нагрузку через какие-то свои, знаешь, беседы, через свои вот эти вот расстановки, и ты уже по-другому смотришь на Да, какие-то вещи. да, ага. Я вот в 2014-2015 году училась у самого Берта Хеллингера по Да, расстановкам. ты, о, Ага, да, ты к нему да, смогла попасть? да. М. И была на юбилее, юбилей был в Казани. Ага, была Да, приглашена. он приезжал в Казань. Мы очень-очень мощно проработались. Там было очень много из-за рубежа. Ну, 18 стран было. Мгм. И поэтому сейчас как-то хочу перейти на бизнес-расстановки, посмотрю, как там, что пойдет, но готовлюсь, поэтому мне нужно свой мозг перевести, трансформироваться, потому что когда человек, ну, я сама знаю, как бы из прошлого, да, из прошлого, что я готова, например, духовно уже я проработала, сейчас мне нужно как бы не... Ну, есть те люди, которые важно остаться там, духовности, да, а мне хочется Мгм. вот какого-то еще чего-то, еще какого-то йоги мозга, да, для мозга йоги. И Как тебе, да, такое, название было? да, такое ощущение, что каждый раз, когда по Инстаграму открываю, все про бизнес, все про бизнес. Но это же притягиваем все равно. Идем потихоньку, посмотрим через годик назад, что там было, анализируем, да. В прошлом году же это я начинала, а сейчас вот так, да. Почему и не идти вперед, когда это в душе разрешаешь себе и понимаешь, что это важно, важно идти туда, как бы все равно за тобой тоже идут. Почему и нет? Да. Во-первых, за мной идет вот средний сын, мы все методики, короче, муж, старший сын, да, и средний сын у меня, ну, инвалид, как бы есть инвалидность, но когда он заходит в свой класс, он не похож, да, и мой результат, потому что прорабатываясь, он уже совсем другой. Он уже понимает, что такое эмоциональное состояние, да, он уже себя ориентирует целям, и он как бы уже не чужой социуму. А раньше это было очень, ну, сильно мы работали, мы таскались по реабилитационным центрам, и сейчас тоже все равно бываем, потому что все равно нужно поддерживать, потому что он среди своих он лидер. А когда со здоровыми детьми, все равно видно, что ребенок остает, да. У меня есть вот такая история, когда я никак не могла родить, мы усыновили ребенка. Вот. Мы знали рано, ну, когда мы хотели взять, мы очень полюбили его, и мы знали, что он инвалид, да, что бросили Мгм. и так далее, и так далее. У нас было вот такое чувство, что он не будет таким, какой вот люди говорят, да, все врачи отрицали, не бери, зачем тебе, абуза и т.д. п.д. А у меня было вот сердце прямо,
бери, это же твой ребенок. Потом через 3 месяца я забеременела, через 10 лет. И потом после, ну, у нас есть вот такое обычай, когда кого-то возьмешь, все равно ребенок появится. Ну, у всех есть, конечно, дети. Да, так И, многие говорят. да, Действительно так. да. Ага. И сейчас я от него спрашиваю, Аяла, ну что, мама забеременеет? Он говорит, нам 2 дочки по одному брату и мне. Вот такой заказ. А муж говорит, давай прорабатывайся, Михия. Вот так. Вот такие дела. Все равно, когда быть мамой тоже, мама тоже предназначение. Это же очень классно, когда ну, сейчас мы уже все перешли, как бы ты тоже частно работаешь, мы тоже частно работаем, да, и когда ты дома, и вроде бы работаешь, и вроде бы дома. Ну, это Хорошо. вообще классно, когда есть возможность вести бизнес из дома. Да, я вот, например, сейчас проводила до тебя, у меня была встреча с партнерами. Я им про мастер-кит рассказывала, да, там, про работу, все вот эти вот. Потом у меня был 40 минут перерыв. Я пошла 15 минут с дочкой с маленькой, вот 2 годика, которая с ней там потанцевала, с ней там поиграла, ее потискала. Мама пришла, я пошла с мамой 10 минут посидела, чай попила. Ну, как бы вот получается, ты все, да, у тебя, и ты работаешь, и тут же ты и ребенку уделила внимание, тут же там муж позвонил, привет, что там, как дома, как дела, что вечером привезти, будем, что ужинать. Ну, вот классно, знаешь, вот это вот единое такое вот какое-то пространство, где ты не делишь, что вот здесь я только работаю, а здесь только моя жизнь, ох, как много работы, жизни никакой личной нет. Вот этого нет. Потому что ты в предназначении, и у тебя все это твоя жизнь. И работа твоя жизнь, и семья это твое все. Вот. И нет, ты не выбираешь, что важнее, что не важно. И, Как... конечно, когда у тебя нет этой боли эмоциональной, когда нет этих обид, и когда ты всем благодарна. Вот недавно, буквально там, наверное, месяца 1,5-2 назад, я прорабатывала через благодарность одного человека. Я уже с этим человеком несколько лет не общаюсь. И я просто вышел уже новый как раз-таки шаблон, и я думаю, да, я попробую. Ну, как бы его нет уже. Я с ним ничего общего не имею. Мы с ним наверняка уже никогда не встретимся, и у нас ничего общего не будет. Но время от времени я его вспоминаю. И вспоминаю, и мне неприятно. Я думаю, зачем я с этой болью хожу? Да? Думаю, да, попробую. Новый вышел шаблон. И вот я проработала, и у меня прямо такая к нему благодарность появилась за все то, что случилось благодаря этому человеку. Да, где-то, может быть, мне было больно, да, где-то вот там, ну, где-то он меня подвел, как я думала, где-то не получилось с ним. Но если бы не он, у меня бы много чего не произошло. И вот когда я эту боль убрала, и у меня возникла даже к нему Да. благодарность, понимаешь? И если Как? я его хоть завтра, хоть там когда-то я встречу, я смогу к нему спокойно подойти, я смогу ему и руку протянуть, я смогу даже, если нужно, там, да, обнять и просто сказать, слушай, спасибо тебе большое. Но Как даже хорошо, не это что, важно. как хорошо, что все время воспоминания был. Давай проработай меня. Да. Ну, потому что это в первую очередь для Да. меня же блог. Он Ага. живет, он даже не подозревает, что я тут иногда про него вспоминаю, и у меня боль вот эта вот, да, в Да. это всплывает. Ему вообще все равно. Я страдаю в первую очередь. Поэтому зачем ходить с этой болью? Зачем грузить себя вот Да. этим, знаешь, этими булыжниками вот эти, вот эти. И Когда, раз, и все освободилось. когда уже знаешь, зачем я каждый раз таскаю то, что, которое у меня было когда-то, сразу прорабатываешь и спокойно идешь по своей дороге. Да. Спокойно, самое главное, спокойно, как бы уже новое.
молодеешь внутри. Да, Дана, у нас уже осталось только 5 минут. Ага. Да, ты Давайте-ка что, уже? уже, ага, в конце нашим зрителям, ага, если учитель предназначения, пожелания и, конечно, рекомендации. Ну, я всегда желаю, у меня прямо очень не сильно хочется, чтобы каждый человек в этой жизни не страдал, чтобы у него все его желания исполнялись, чтобы вот они исполнялись легко. Захотел, и это случилось. Да, конечно, что-то делать надо, поднимать свою пятую точку с кресла надо, но чтобы эти действия, они чтобы были приятными, чтобы были легкими, результативными. И вот это состояние я прям всем желаю. И то, что я сейчас делаю в своем клубе, это как раз-таки и ту образовательную программу, мультикласс, которую я придумала, это все нацелено только на вот это легкое состояние, чтобы все были счастливы, чтобы у всех все получалось. Вот этого я тебе желаю и всем нашим зрителям, и себе в том числе. Спасибо. До новых встреч. Ага. Спасибо тебе большое, Миче. Пока. Пока.